Дорожно-транспортные происшествия с участием сельхозживотных на трассе Умнас, открытие банка грудного молока в городе Покровске, проверка прокуратуры Махсоголовского специализированного дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов и реализация проекта УС-Хамус-Фест в селе Кердем. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. С начала года в Хангаласском улусе зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием животных. Все инциденты произошли на республиканской автодороге Умнас. Все 9 случаев наезда произошли с участием сельхозживотных. В 8 инцидентах пострадал крупный рогатый скот, в 2 – кони. По информации сотрудников госавтоинспекции, подобные дорожные происшествия чаще всего фиксируются между селами Улахан и Техтюр. Сейчас мы находимся на рад Умнас, 56-й километр. Это место является концентрацией 2 ДТП за последнее время. Именно здесь отсутствует освещение. Также видимость дороги осложнена тем, что находится под небольшим уклоном. Риск ДТП с дикими или домашними животными значительно возрастает с наступлением сумерек и в темное время суток. Мы расспросили водителей о том, какие меры предосторожности они предпринимают, чтобы избежать столкновения с внезапно появившимся на дороге животным. Соблюдение скоростного режима в первую очередь. Ну и в темное время желательно тоже быстро не ездить, не гонять. Ну вот в тех местах, где я чаще всего наблюдал лошадей, то даже ниже разрешенного скоростного лимита. Проезжал эти там типа 60-50 км в час. В большинстве подобных аварий виновными признаются владельцы сельскохозяйственных животных, находящихся на самовыпасе. Однако и водители могут проявлять невнимательность и не соблюдать скоростной режим, несмотря на наличие предупреждающих знаков «перегон скота» практически по всей протяженности автотрассы Умнас. Я считаю, что нужно, наверное, как-то ограждать дорогу, чтобы лошади не выбегали, и все-таки содержать животных в вольере. Скажем, в огороженных территориях, пастбищах. Если все же произошло столкновение с животным, водителю следует вести себя, как и при любом другом ДТП. Сообщить дежурную часть МВД, выставить знак аварийной остановки, при необходимости оказать помощь пострадавшим людям. Категорически запрещено покидать место аварии, необходимо дождаться прибытия сотрудников полиции. В случае оставления места ДТП водителям либо участникам дорожно-транспортного происшествия это будет грозить арестом либо лишением права управления транспортным средством. Другой вопрос, если водитель совершил наезд на дикого зверя, например, лося или медведя. У таких животных отсутствует собственник, однако в этом случае также предусмотрена компенсация за причиненный ущерб природным ресурсам. Согласно законодательству Российской Федерации, в случае ДТП с дикими животными пострадавшей стороной является государство. Например, за сбитие лося штраф составляет 80 тысяч рублей, за сбитие косули штраф составляет 40 тысяч рублей, за сбитие медведя штраф составляет 60 тысяч рублей. Госавтоинспекция Хангаласского улуса призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными, особенно в сумерки и ночью, и избегать резких маневров при появлении животных на дороге. Владельцам сельхозживотных необходимо исключить их бесконтрольный выпас и выход на проезжую часть. В Покровске на базе роддома открылся 4-й по счету в Якутии индивидуальный банк грудного молока. 2 таких банка уже действуют в Якутске, 3-й в Верхневилюйском улусе. Для банка выделено специальное помещение в родильном отделении, оборудованное холодильником, молокоотсосами, пастеризатором и стерильными пакетами для хранения. Его создание позволит обеспечить младенцев натуральным молоком даже при временной разлуке с матерью, защищая их здоровье благодаря необходимым антителам и ценным микроэлементам. Деятельность банка включает сцеживание молока матерями с помощью молокоотсосов. Каждая порция регистрируется в специальном журнале, затем замораживается. Сцеженное молоко может храниться до 3 месяцев и используется для кормления новорожденных. Важно, молоко одной матери предназначено исключительно для ее собственного ребенка. Открытие банка приурочено к Всемирной неделе грудного вскармливания, в которой Якутия активно участвует с 2012 года. За 14 лет уровень грудного вскармливания у нас повысилась
повысился более 50%. Если в 2012 году уровень грудного вскармливания до года составляла 26,4%, да, а сейчас вот по итогам 2024 года уровень грудного вскармливания по федеральной отчетности формы 30 и таблицу заполняется 26,50, от 3 до 6, с 6 до 12, это до года, да, доля детей, которые получают грудное молоко, да, и находятся на грудном вскармливании, 76,4%. Да? И Якутия, как регион, из 89 регионов находится на втором месте после Волгоградской области. В Махсоголовском специализированном доме социального обслуживания для престарелых и инвалидов прокуратура Хангаласского района провела проверку с привлечением специалистов пожарной службы, Росгвардии и Роспотребнадзора. 110 человек проживают сейчас в 2 корпусах Махсоголовского спецдома социального обслуживания для престарелых и инвалидов. Практически все пациенты имеют проблемы с ментальным здоровьем и нуждаются в постоянном уходе. Из общего числа проживающих лишь 7 человек являются дееспособными. Так, женщин у нас 47 и мужчин 63 человека из 110 человек. Возрастной контингент у нас разный, начиная вот с 22 даже могу сказать, да, до 86, то есть весь возраст у нас. Делегация проверяющих в первую очередь посетила первый корпус учреждения по улице Заводская, 5 и сразу же обнаружила первые недочеты. Не работала кнопка вызова персонала, а также отсутствовал пандус для маломобильных граждан. По требованиям федерального закона об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации для проживающих должны быть обеспечены безопасные условия проживания, которые включают в себя обеспечение противопожарной системы, средств первой помощи. Комнаты и общие помещения должны быть удобными и доступными для пожилых людей, в том числе для тех, кто использует кресло-коляску или другие средства передвижения. Должно быть обеспечено предоставление сбалансированного и полноценного питания, соответствующего диетическим и медицинским требованиям проживающих. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала, в том числе оказывающих психологическую поддержку. Важно, чтобы учреждения поддерживались в чистоте и хорошем санитарном состоянии. Это включает в себя регулярную уборку помещений, дезинфекцию и соблюдение гигиенических норм. Стоит отметить, что в первом корпусе, где преимущественно проживают пожилые люди, в этом году проводится косметический ремонт комнат. Средства на эти работы выделил Минтруд Якутии по требованию прокуратуры, выдвинутому по итогам прошлой проверки. Ремонт уже находится на стадии завершения. Далее проверяющие направились во второй корпус учреждения по улице Советская, 4Б, где содержатся пациенты помоложе. На втором этаже живут мужчины, на третьем – женщины. Важно подчеркнуть, что помимо базовых условий содержания, не менее важны требования к организации досуга для пациентов. Здесь с этим справляются достойно. Проверка завершилась подведением общих итогов. Так, со стороны пожарной безопасности был отмечен ряд незначительных, но требующих устранения нарушений. В основном нарушения, связанные с первичными средствами пожаротушения. Это огнетушители повешены слишком высоко, высота должна быть не более 1,5 метров, а также пожарные щиты докомплектовать. Ну и связанные с капитального характера, это наличие пожарной сигнализации в здании склада и в здании гаража. Также были выявлены такие проблемы, как отсутствие пандуса, ограждения, неисправная тревожная кнопка и нарушение санитарных норм. В связи с этим прокуратура направила директору учреждения официальное требование об устранении всех недочетов. Также были возбуждены дела об административных правонарушениях, по которым грозят штрафы. Выполнение всех представлений будет находиться под строгим контролем прокуратуры. УЗ «Хамус Фест». Под таким названием в селе Кердем Хангаласского улуса реализуется проект по популяризации кузнечного мастерства народа Саха и искусства игры на хамусе. Он стал одним из победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив этого года, получив финансирование в размере 600 тысяч рублей. Село Кердем по праву считается одним из древнейших центров кузнечного дела Якутии. Ученые обнаружили здесь 9 сыродутных печей 15-18 веков, которые внесли в реестр археологического наследия республики. Кроме того, здесь до сих пор можно найти запасы железной руды. Цель проекта УЗ «Хамус Фест» – это сбор и обработка местной железной руды для последующего изготовления из нее 20 уникальных игровых хамусов. Это сохранение кузнечной культуры. И, конечно же, через него мы должны пропагандировать хамусную музыку.
и тем же увековечить имя нашего учителя, пропагандиста-хомусиста Адамовой Антонины Семеновны, которой исполнилось бы 75 лет. Она здесь была руководителем и создателем ансамбля хомусистов «Кюрдем Комуга». Один из идейных вдохновителей проекта – известный якутский кузнец, уроженец села Кердем Александр Данилов. Под его руководством в начале июля прошли обследование территории наслега и сбор сырья. В итоге было добыто более 50 килограммов железной руды. На днях состоялся второй, наиболее зрелищный и волнительный этап проекта – выплавка железной руды в сыродутной печи, воссозданной по древним описаниям. Сделали печь, сыродутную печь по описаниям. Хозяйство Якутии, книга есть. Это Стрелов написал, там описал процесс, и вот повторить хотим. Для получения крицы, повристого материала, который служит основой для изготовления стальных изделий, в сыродутную печь 5 раз с определенными интервалами загружали железную руду. Честь заложить заключительную порцию руды выпала министру сельского хозяйства Артему Александрову, посетившему мероприятие. В результате удалось получить 2 куска крицы, один весом 3,5 килограмма и второй 4 килограмма 350 граммов. Добытая крица отправится в оборудованную мастерскую Александра Данилова, где из нее будут откованы 20 хомусов. Их звучание мы услышим 30 ноября в День хомуса на музыкальном фестивале, который станет третьим и заключительным этапом проекта «Ус Хамус Фест».